Приветствую вас в залах Национального музея Республики Башкортостан. Сегодня мы обратимся к истории создания 112-й башкирской кавалерийской дивизии, образованию которой исполняется 80 лет. И мы посетим несколько экспозиций нашего музея, в которых показаны экспонаты, непосредственно связанные с историей дивизии, а также посмотрим на некоторые отдельные вещи, которые иллюстрируют эту тему. Постановлением Государственного комитета обороны от 13 ноября 1941 года было приказано начать формирование двух кавалерийских дивизий, 112 и 113, из имеющихся резервов Башкирской автономной Советской Социалистической Республики. Командиром 112-й кавалерийской дивизии был назначен полковник Минигали Бенгазович Шаймуратов, который прибыл в Башкирию 25 декабря 1941 года и принял деятельное участие в формировании новой дивизии. Сам Шаймуратов прибыл в Башкирию по окончанию лечения в госпитале, так как он уже с первых месяцев войны находится на фронте, командует кавалерийским полком и участвует в боевых действиях в составе кавалерийского корпуса Льва Даватора. Здесь он участвует в боевых действиях под Смоленском и на Волоколамском направлении. Во время осенних боев под Москвой он получает ранение в руку и уходит на лечение, после чего призывается на формирование 112-й башкирской кавалерийской дивизии. Как было сказано, Минигали Бенгазович Шаймуратов принял деятельное участие по созданию и формированию дивизии. В частности, комплектование дивизии шло за счет средств и имущества республики. Сюда входит пожертвования граждан, то есть это пищевое удовольствие, еда и фураж для бойцов и лошадей. И сами бойцы были не просто новобранцы, которые пришли вот только должны призываться в армию. Набор дивизии проходил из резервов республики. Соответственно, здесь выступали в основном опытные, уже прошедшие службу в Красной армии бойцы. Они уже знали военную подготовку, были участниками конфликтов на востоке страны, то есть это на озере Хасан, в Алхирголе. Кто-то был участником советско-финляндской войны, и, соответственно, контингент набирался достаточно опытный в плане военной подготовки, и даже здесь уже приоритет давался именно не просто старослужащим или демобилизованным резервистам, а непосредственно проходившим до этого службу в войсках кавалерии Красной армии. И здесь мы видим две фигуры. Начнем вот с этой. Это у нас рядовой войск вооруженной охраны, который прибыл, соответственно, уже на формирование дивизии и получил какое-то вещевое удовольствие. Солдаты, которые прибывали на сборы и на формирование дивизии в то время, должны были иметь уже при себе какую-то часть военной амуниции и одежды. Эта вот фуфайка должна была находиться, в принципе, она была практически каждого. Здесь мы видим армейский ремень, то есть рядового состава, шаровар солдатские, обмотки и ботинки. В это время, в марте-апреле, происходит переход на демисезонную обувь, соответственно, и одежду, поэтому он уже одет не как мы видим на фотографиях парада, или еще в зимней форме и в зимнем обмундировании. Тут он уже в весенней, так сказать, одежде. Вот. И, соответственно, что уникально в нашем случае, то у нас здесь уникальный головной убор. Почему? Потому что является полным соответствием того головного убора, с которым шли на формирование непосредственно бойцы дивизии. Вы на фотографии сейчас можете увидеть. Здесь присутствует ряд экспонатов, которые непосредственно связаны с формированием самой дивизии. В частности, это германская сабля, парадная офицерская сабля времен Первой мировой войны, которая была передана жителями республики одному из командиров 112-й башкирской кавалерийской дивизии, в частности, комиссару 275-го кавалерийского полка, которым командовал известный прославленный
будущий генерал-майор Тагир Таипович Кусинов. Вот это самое. Вот тут мы видим картину парада войск 112-й башкирской кавалерийской дивизии перед отправкой на фронт. До этого я скажу, что формирование 113-й дивизии после проверки в феврале 1942 года было приостановлено, и вся материальная часть и личный состав влились в состав 112-й башкирской кавалерийской дивизии. И с этого момента обе дивизии соединились в одну единую 113-ю башкирскую. Здесь мы можем видеть руководство республики и непосредственно командиров дивизии. Также мы видим парадную колонну бойцов 275-го кавалерийского полка, которые участвовали непосредственно в этом марше, которые несут в главе своей колонны знамя 112-й башкирской кавалерийской дивизии, которое было получено из рук председателя Верховного Совета Ибрагимова. Здесь выставлено знамя 112-й башкирской кавалерийской дивизии, которое они получили во время митинга 22 марта 1942 года из рук председателя Верховного Совета Башкирской ССР. После Николай Николаевич Шиманов передает это знамя бойца 25 марта 1942 года и направляется в направление станции Узлова и Ефремова. Это Брянский фронт, где перед тем, как начать уже боевые действия, их посещает корреспондент газеты «Красная звезда», известный поэт и писатель Константин Симонов. Здесь мы видим его фотографию с руководством дивизии, а также статью, которую он написал в этой газете, и она была опубликована 31 июля 1942 года. Дальше стоит сказать, что дивизия терпела первые потери. 10 июля 1942 года погибает командир 294-го полка Галей Навиков. В дальнейшем, после окончания боевых действий на Брянском фронте, точнее перевода дивизии непосредственно в расположение Сталинградского фронта, бойцы дивизии делают большой марш длиной 550 километров и участвуют в боевых действиях в Сталинградской битве, где доверено уничтожить ряд военных формирований, которые находились в составе немецкой фашистской армии вермахта. Дальше еще ряд громких потерь дивизии, в частности, это гибель комиссара 313-го кавалерийского полка Дружевска и Галина 5 ноября 1943 года и гибель эскадрона Надлыча Атаева под селением Белой Бритва. Все участники Атаевского эскадрона получили государственные награды, а сам Надлыч Атаев стал Героем Советского Союза посмертно. Следующей задачей 112 дивизии стала ликвидация группировки противника, точнее тыла противника южнее города Ворошиловград и захвате узловой станции Ибайцево, через которое шло снабжение войск противника, которые находились на Кавказском направлении. Здесь дивизия, естественно, с этой задачей, но она была окружена противником, и кольцо окружения постоянно сужалось. Стал вопрос о выводе всего 7-го гвардейского кавалерийского корпуса, в том числе 112-й дивизии, из окружения к расположению войск Красной Армии. Этот выход произошел 23 февраля 1943 года, в ходе которого погибает командир дивизии генерал-майор Николай Николаевич Шиманов. И вот этот вот экспонат, который был найден на местах боев 112-й кавалерийской дивизии под Дебальцево, где поисковики еще в 60-е годы прошлого века нашли вот этот обломок от ручного пулемета системы Дегтярева высоты 127 года.
В этой витрине мы также видим предметы, связанные непосредственно с историей 112-й кавалерийской дивизии. В частности, здесь есть ряд вещей непосредственно, опять же, Игоря Мигдадовича Муратова. Это вот эта курительная трубка и вот эта плетка стек, которая у нас хранится в музее. Здесь также имеется и кобура от револьвера системы Наган. На систему Нагана, который принадлежал Горею Нафикову. Здесь имеется, ко всему прочему, и парадная шашка образца 40-го года, и обыкновенная офицерская шашка образца 27-го года. В этой форме наши бойцы 16-й уже гвардейской кавалерийской дивизии прошли почти всю Украину, форсировали Днепр, за освобождение города Чернигов получили звание Черниговское, участвовали в боях в Беларуси, в освобождении Польши, а также в последнем аккорде Великой Отечественной, это в осаде и взятии Берлина в мае 1945 года. Эта миниатюра может быть завершающим аккордом нашей экскурсии, инсталляцию, сделанную в миниатюре, где мы видим одну из боевых машин 32-го танкового полка 16-й гвардейской кавалерийской дивизии, которая освобождает один из концлагерей, который располагался на территории Польши или Германии, потому что именно этот танковый полк в составе дивизии вместе с бойцами дивизии освобождали концлагерь Майданок под Люблином и концлагерь Бранденбург-Гартен, который располагался под Берлином. На этом фоне заканчивается рассказ. Спасибо за внимание. Приходите к нам в музей. Всего вам доброго. Будьте здоровы.